Мне все равно, с чего начинать. То начну с 7 страницы книги Мигдала. Известно. Можно мне перезвонить? Перезвоните, пожалуйста. Алло, я сейчас не могу разговаривать. Через 3 часа, пожалуйста. Я так поняла, да. Какая зарядка? Так вот, открываю на 7 странице книжку. В ней тут несколько моментиков. Известно, что рецессивный аллель влияет на фенотип, только если генотип гомозиготен. Гомозиготный. Да, я просто не дошла слова. Другое суждение. Всякая точка прикосновения фильтра Каши есть предел этого фильтра. Ну и третье. Инстантон – это подбарьерный переход между вакуумами с различными топологическими зарядами. Вот на этих тривиальных, в общем-то, вещах можно развернуть рассуждение про содержание образования. Потому что чем мы, в общем, можем быть заняты в своей жизни? Например, решением задач. Почему кубы радиусов орбит планет пропорциональны квадратам периодов вращения? Почти как симультанирование сукцессивного ряда. А ведь есть люди, которые понимают все, что сказано. Фильтр Каши, да. Вот некоторые про фильтр Каши, другие про гомозигот. Четверть надо. Вот. А когда мы учились в школе, то некоторым из этих слов нас тоже учили. Только непонятно зачем. Нам непонятно, когда мы это все учили. И тем, кто нас этому учил, тоже это было непонятно. В всяком случае, если придирчивые школьники пытались приставать к учителям, зачем нам это все надо знать, они проводили разъяснительную работу в 2 этапа. Первый этап – это вранье, ну, типа того, что как это вам пригодится в жизни, там, и так далее, и так далее. Когда придирчивых школьников это не устраивало, то учителя переходили ко второму этапу, подзатыльнику. Или в словесной форме это у учителей было такое выражение, что один дурак может задать столько вопросов, что 100 мудрецов не ответит. Соответственно, все, кто задавали лишние вопросы, считали, что они как раз тот самый дурак, который может сбить с панталыку сотни мудрецов. Я сегодня собирался рассказать про что-то, что я понимаю про содержание образования. И размышляя об этом, я, в общем, должен был вспомнить и сделать такое признание, что с самого начала, я, правда, не очень понимаю, когда это начало наступило, но, в общем, когда бы оно не наступило, с интервалом лет в 10, наверное, но тем не менее, с самого начала своего интереса к проблемам образования я сначала смутно, потом очень отчетливо понимал, что основная проблема в образовании – это проблема содержания образования. Но всегда с самого начала возникновения своего интереса к проблемам образования я тщательно уходил от обсуждения содержания образования
пытался как-то вывернуться таким образом, чтобы, констатируя или постулируя основную проблему образования как проблему содержания, не обсуждать ее впрямую. И вот сейчас, размышляя над сегодняшним выступлением перед вами, в котором мне хотелось бы, конечно же, выйти на некие полагания, общие, доступные полагания содержания образования в летучем университете, то есть в современном университете первой половины 21 века. Хотелось бы сделать такие полагания, но поскольку я десятилетиями тщательно обходил этот вопрос, то я должен ответить себе на ряд сопутствующих вопросов. Почему я обходил? Ну и в свете прошедшей у нас конференции, не симпозиума, потому что мы не возлежали и не пили. Да? Вот. И не разбавляли вино. В общем, тех 2 дней, когда мы обсуждали настоящее и время, и вообще, вот в свете этих обсуждений я должен еще один косвенный вопрос задать. Не только почему я тщательно обходил эту проблему, но и своевременно ли постановка этой проблемы, или пришло ли время ее ставить всерьез. Всерьез это значит по-настоящему, то есть не приговаривая, что вот есть такая проблема, и вы про нее, пожалуйста, помните, а пока мы займемся чем-нибудь другим. Так вот, пришло ли время всерьез ставить эту проблему, в том смысле, что в это время имеет место быть хоть какие-то конструктивные заходы на ее решение. А поставив вопрос таким образом, пришло ли такое время, опять же ударяюсь в косвенные вопросы, что означает пришедшее время и чье это время. Вот в этом смысле я тут ссылался на то, что я 3 месяца размышлял про проблему осевого времени, настоящего и так далее. На самом деле размышляла гораздо дольше, но, так скажем, между делом, эпизодически и не очень внимательно. Ну, например, больше 30 лет назад, когда начиналась перестройка, она застала меня, если брать чисто хронологически по годам, то в состоянии молодого специалиста. Еще 3 года не прошло после окончания университета, но я уже не был молодым специалистом, избавился от этого статуса почти сразу же. То есть, отмазавшись от распределения. И к этому времени был уже старшим научным сотрудником и даже заведующим лабораторией конкретных социальных исследований. А вот завкафедрой мой человек, который имел репутацию диссидента и такого, знаете, есть такие вот студенты, которых чему-то по общему согласию или по общему умолчанию считают очень перспективными и почти гениальными. Вот Виктор Аллахвердов относился к этому типу студентов, и если бы не его диссидентство, то, наверное, ему светила бы блестящая карьера. А так он оказался заложником идеологических несуразиц и всего лишь за организацию одного студенческого вечера на факультете, которое называлось психологически очень просто, на психологическом языке, почти как вот гомозиготные
эти самые сукцессивные ряды, оно называлось время реакции. Время реакции – это то, что замеряли психологи на первом курсе, и это вот, знаете, как в технических вузах есть такая дурацкая дисциплина сопромат, которой все боятся. Так вот, на первом курсе психологи, по крайней мере в Ленинградском университете, все боялись времени реакции. Потому что это год практических занятий по измерению времени реакции друг у друга, а это аппаратура и эксперименты уровня 1840 года Густава Фехнера, где просто дается сигнал, нажимается кнопка и замеряется секундомером время реагирования. Ну, в разных модификациях и формах. А потом считаются огромные таблицы, корреляции там, и так далее, и так далее. Ну, то есть тупость неимоверная. И вот вечер под общим названием, студенческий вечер с танцами, естественно, с там, капустниками и так далее, время реакции. Психологи не обратили на это внимания. Идеологический отдел факультета психологии, который возглавлял там тоже, конечно же, психолог, как и парторганизацию, комсомольскую организацию, на эти слова не обратили внимания. Но в эпоху застоя не психологи, когда читают такие слова «время реакции», что они себе думают? Ну, в общем, они подумали, что это антисоветчина. Как только они эту мысль подумали и прочитали сценарий вечера, они нашли там столько антисоветского, о чем ни авторы, ни те, кто литовал, этот сценарий, конечно же, даже в голове не имели. Хотя потом Виктор Лахвердов утверждал, что он-то все это в голове имел. Зоповым языком так вот выразился. Но я не про это, а про то, что когда пришла перестройка, то Виктор Лахвердов собрал нас, садил за составленные как бы в кружок столы, всю кафедру, и сказал, вот до сих пор помню даже интонации, которыми это говорилось, потому что не сразу я ощутил потрясение вот от этого всего, но через какое-то время осмысляя это. Он собрал и почти как городничий про ревизора заявил: наконец-то пришло наше время, говорит он, а мы, как всегда, к этому не готовы. И на этом, в общем, заседание кафедры можно было считать закрытым. Сам Лахвердов, осознав то, что он сказал, ушел на 3 года в докторантуру. Я еще поковырялся какое-то время. И ничего не понимая про время, наше, оно не наше, мое, не мое, готов я к нему или не готов, я решил, что это не мое место, и уехал из Ленинграда поближе к морю. Но само утверждение, подвешенное как вопрос, причем как бы вот вопрос такого глубочайшего сомнения, одновременно, я бы сказал, не то что с неуверенным, наоборот, очень уверенным догматизмом. Не готовы, и все. А что значит быть готовым к нашему времени? И как можно к этому подготовиться? Сейчас Лахвердов, не знаю, ну, к 70 уже годам приближается, наверное, или 70 уже есть, профессор на кафедре, на факультете психологии в Ленинградском университете, собственно, место, о котором он тогда мог мечтать и которое было возможным пределом карьеры для тогдашних людей, в общем, оно им достигнуто, и, наверное, благодаря в том числе и случившейся перестройке, поэтому с высоты 30 прожитых лет можно было бы посмотреть и спросить, интересно, вот он был прав тогда, характеризуя время как наше, не наше, и себя, и нас, как готовых или не готовых.
Мне трудно сказать. Но я чего понимаю про содержание образования? Почему вот те же 30 лет практически я, в общем, ухожу от содержательной, конструктивной проработки этого понятия, постановки этой проблемы в форме задачи, имеющей решение. Наверное, потому что в той или иной степени я ощущаю, что время для этого, ну вот, до сегодняшнего, скажем, дня не пришло. А что значит пришедшее время для постановки проблемы в форме задачи, имеющей решение? И размышляя над этим, я тогда как бы обращаюсь к, опять же, своей памяти исторической, к тому, что я знаю про то, как решались вопросы содержания образования в разные исторические эпохи и разными людьми. Ключевым или поворотным моментом в этом для меня является ситуация, которую я даже немножко упоминал в одном из текстов этой книжки «Полемические этюды об образовании». Потому что название, на самом деле, вот, опять же, про название своих книг. Мои книжки, как правило, имеют очень неправильные, случайные названия. А вот это название, казавшееся как раз случайным, потому что оно, ну, скажем так, возникло из-за отсутствия возможности назвать это целиком как-то иначе. Но полемические этюды, они по форме полемические, и в общем выводят нас на то, что, меня, по крайней мере, на то, что большинство проблем образования ставится в полемической форме, имея в виду не только форму, но и вообще диалогичность или полемичность, как одну из форм диалога, и иначе быть поставленными не могут. Так вот, я вспоминаю дискуссию министра образования Российской империи, министра просвещения Российской империи, больше известного как военно-полевого хирурга Пирогова, и профессора Политехнического института, только что создаваемого в Санкт-Петербурге металлурга Грум-Гржимайло. Грум-Гржимайло, когда его вовлекли в решение административно-организационных вопросов, становящегося на ноги Политехнического института, обнаружил, что он не согласный с тем, как строится образование в Политехническом институте. Он говорит: ребята, мы привыкли готовить инженеров, ну и дальше он как бы к аналогии такой предлагает. Мы привыкли готовить инженеров, как будто бы корабли к кругосветному плаванию, оснащая их всем, что вообще может понадобиться в бурном, непредсказуемом кругосветном путешествии, где мало ли чего может произойти. То есть все, что может тащить на этот корабль, отправляющийся в кругосветное путешествие, мы втаскиваем, тогда как инженеры никогда не плавают вокруг света, они совершают скорее, ну если опять же по аналогии с кораблем, они скорее совершают каботажное плавание на недалекие расстояния, поближе к берегу, потому что решают вполне экономические, производственно-транспортные задачи. Поэтому и готовить их надо каждый раз к тем условиям каботажных плаваний, ну, например, между Кронштадтом и Ревелем, там, я не знаю, Санкт-Петербургом и Хельсинки, да, а не к кругосветным путешествиям, оснащая их там как Кука, Магеллана или кого-нибудь еще, хрен знает чем.
И вот его точка зрения была противопоставлена пироговской точке зрения, который полагал или настаивал на том, что инженерное образование должно строиться по типу университетского образования, и поэтому содержание образования в политехническом вузе должно быть таким же, как в Гумбольдтовском университете. Вот что забавно. Ни тот, ни другой не были большими философами или специалистами в области образования. Ну, как я уже сказал, один был хирургом, а другой был металлургом. Поэтому спор их был чисто идеологический. Чтобы понять этот спор по содержанию концептуально, надо обратиться к концептуальным основаниям тех идеологем, которыми они оперировали. Соответственно, Громов Жемайло апеллировал к идеологии профессионального обучения техников, которых учили задолго до Гумбольдтовского университета. Ну вот история образования в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой как следует еще не написано, поэтому в обиход не введены, ну скажем так, имена, идеи высокого профессионального образования в наших землях. А вот россияне, по крайней мере, я, когда учился в Ленинграде, так или иначе соприкасался с описаниями того, что они про это знали и так далее, и вы, наверное, про это тоже немножко знаете. Что до организации университетов Российской империи существовали навигатская школа, созданная Петром I для нужд создаваемого флота. Существовала горная школа или маркшейдерская школа, из которой потом вырос горный институт, потому что надо было разрабатывать рудники, залежи руд на Урале и так далее. Ну и еще ряд учебных заведений, в которых готовили, ну, скажем так, технарей. И точно такие же или худшие школы по подготовке техников высокого класса, от архитекторов до горных мастеров, капитанов торговых и военных судов, там, строителей мостов и так далее. Все вот это как бы было в Европе, инфраструктура такой подготовки была. И она существовала до Гумбольдтовского университета. Чему учили этих инженеров, вот по идеологии, не инженеров еще, скажем, техников, да, по идеологии Громова Жемайло, надо восстанавливать. У Пирогова же была вот установка, ориентированная на Гумбольдтовский университет, то есть на университетское образование, в котором преподаются науки, философия, может быть и языки, литература и так далее, то есть весь комплекс, набор того, что в Гумбольдтовский университет внесено. Тогда надо восстанавливать, что же за содержание образования стоит за идеей Гумбольдтовского университета, чего, в общем-то, у самого Гумбольдта и брата его, и тех той профессуры, которая с готовностью включилась в организацию Берлинского университета, в общем, найти трудно. Эти обоснования все были сделаны до организации Гумбольдтовского университета. В общем-то, Гумбольдт уже строил университет на готовых концептах, и ему не приходилось особо полемизировать и критиковать. Но с какой стати существовавшие до Гумбольдтовского университета технические учебные заведения вдруг стали походить на университет? Они не были тогда университетами, и даже близко никто их университетами не считал. Почему они вдруг стали походить на университет так, что уже создание политехнических институтов, которое массово началось в середине XIX века не только в Российской империи, но и во всей Европе, почему вдруг понадобилось их оснащать университетским содержанием образования?
И тогда, раскапывая эти вещи, мы приходим к французской Великой революции, в которой очень много всяких новшеств было сделано, в частности, была организована Эколь Нормаль и тоже политехническая школа, одним из создателей которых был Гаспар Монш, который тогда же предложил концептуальную идею вот образования в этих школах. А концептуальная идея состояла в том, что навыкам технической организации деятельности нужно учить на фоне обучения наукам. Это была кардинально революционная идея, которая целиком поменяла образование техников или технического реального образования в высшей школе, приблизив ее, с одной стороны, к университетскому образованию, потому что науки до этого преподавались в университете, а по большому счету революционность состояла в том, что именно такое сочетание технического обучения и университетского образования, преподавания наук, создало новую профессию, совершенно новую профессию, которую мы называем сегодня инженером. Поэтому инженер не восходит вот к тем горным, там, не знаю, мореходным, архитектурным школам, которые существовали до Гумбольдтовского университета и до Эколь Нормаль в Париже. Соответственно, до Политехнического института в Питере вот через полвека после этих событий, даже почти через 100 лет после этих событий. Университетское образование возникло вот на этом синтезе. Сам синтез стал возможным, потому что в Гумбольдтовском университете тоже поменялось кардинальным образом содержание образования, и было отвергнуто средневековое как бы содержание образования и наполнено новым смыслом. Этот новый смысл закладывался уже не в Берлинском университете, а в Йене, маленьком университете, в котором работал, например, Кристиан Вольф, формировавший учебный план этого университета через формулировку научных предметов. До Кристиана Вольфа науки как-то по-разному назывались. Еще в 17 веке в некоторых энциклопедиях, в общем-то, если покопаться, то я даже вспомню или найду авторов этих идей, которые в тех вот словарях, энциклопедиях тогдашних придумывали эти самые названия для будущих научных предметов. Во всяком случае, слово психология тогда было придумано, там еще что-то такое. Но вот эти логии, они не были предметами в плане вот, научного, то есть сочетания метода, онтологии, подходности, набора знаний и так далее. Они просто маркировали некую область интересов. Поэтому границ применения методов, завязывания научных знаний на те или иные онтологии до того, как Кристиан Вольф начал создавать научные предметы, в общем, не существовало. Может быть, кто-то мог этим пользоваться, но не обязательно. Потому что, конечно, можно вспомнить там Галилея, который там, в диалогах о двух новых науках механиков пытался сформулировать предмет. Но это была попытка скорее. И даже не предмет, а только онтологию этого предмета. И потом с помощью там, целого ряда обсуждений как-то осознавался, рефлектировался научный метод, механический в первую очередь метод механистического рассуждения, но тем не менее, вот до того, как в учебные программы университетов, начиная с Йенского университета, не были введены предметы и построение, социальное построение университета по кафедрам
не кафедрам, а вот там, департаментам, не было привязано к предметной организации преподаваемого знания, до этого фактически говорить об университете Гумбольдтовском в последующем и современном не приходилось. Университет оставался средневековым. А что такое средневековый университет? Опять же, какое там было содержание образования? Средневековый университет был основан... Что? Я не знаю, как, но я уже запуталась. Почему ты могла запутаться? Такое ясное, последовательное, логичное изложение. Как можно путаться в нем? Я не понимаю вообще. Ну, и в чем ты запуталась, да, распуталась? Мы ищем ответ на какой вопрос? Мы ищем заход на постановку проблемы содержания образования в форме задачи, имеющей решение. Есть исторические прецеденты, когда эта задача ставилась инженерного образования, выходит нормально, да? Система Вольфа, да? И века. А я только про середньовечный университет хотела послушать. Про Пирогова и Гржимаева, помнишь? Да. Я понимаю, что там был вопрос. Содержание. В нем была дилемма. Ну, это условно, да? Университет знания или университетское содержание образования, да? Но инженер. Да? Или предложение Гржимаева готовить в ВУЗе к тому, что пригодится человеку в жизни. Описать деятельность, например, Маркшейдера, да? Ну и, соответственно, учить. Вот лопата, вот кирка, да? Вот это вот гранит, а вот это вот песчаник. Долбить гранит этой киркой надо вот так. Ах, ты, сука, не будешь это делать сам. Так вот ты должен это знать, как рассказать работяге, которые это будут долбить. Вот и все, что тебе надо знать. Понятно? Да. Дальше. Основание. Этой позиции и этой позиции. На чем, грубо говоря, каждый из них стоит. Этот стоит на многовековой практике реального образования мастеров. Этот стоит на Каспаре Монже, который предлагает сумму из университетского образования плюс профессиональная подготовка. Да? Спрашивается, вот этот компонент откуда взялся? Он взят был из Гумбольдта. Гумбольдтовского университета. А что было содержанием образования в Гумбольдтовском университете? Если ты почитаешь Ридингса, то выяснишь, что литература. Да. Когда Ридингс привязывает Гумбольдтовский университет к модерну и нациеобразованию, он говорит, и чему бы там ни учили, какой херне в Гумбольдтовском университете, главным предметом высшего образования являлась литература. На литературе
становились нации, состоящие из высокообразованных людей с высшим образованием университетским, которые формировали партии, правительство, церковь и все остальное. И мыслили в области трансцендентального единства перцепции, который придумал современник Гумбольдта Иммануил Кант, великий русский ученый. Ну и, соответственно, и так далее. Да? Поэтому много всяких спекуляций по поводу того, что есть содержание образования в Гумбольдтовском университете. Поэтому, чтобы его понять, я должен найти, да, кто формировал как бы, вот то, на чем уже сам Гумбольдтовский университет стоял. В этом смысле я вспоминаю Христиана Вольфа и говорю, научные предметы были в основании. Что такое научный предмет? Ну, про научный предмет смотрите, например, соответствующие работы Г.П. Щедровицкого. Да? И это отнюдь не вот то, что детям рассказывают. Вот у тебя учебник зелененький, это ботаника, а вот это вот синенький учебник, это химия. Это и есть предмет. Ну, во-первых, это похоже на предметы, но это учебные предметы. Научные предметы закладывались, они возникали не стихийно. И они не существовали испокон веков. Они закладывались философами XVIII века и формировались для практических нужд, между прочим, преобразования средневекового университета в университет нового времени. И закладывались они на основаниях, соответственно, не старого университетского образования или содержания университетского образования, а на том, что понимали под науками, которым надо заниматься, новым людям с высшим образованием, понимали Галилей, Декарт, Бекон, ну и так далее. Лейбниц, как один из авторитетов для Христиана Вольфа, там, и так далее. И я сейчас не буду расписывать про предметы, но как минимум это онтология плюс метод. Минимальная, как бы, да, сумма. Дальше. Но они отрицали фактически университетское, средневековое образование. Средневековое образование, которое как бы формировало лицо университета там, от древних времен до более поздних, да и в общем иногда до сих пор тянется. Эта штука, да, в общем, имеет тоже очень сложную структуру. И если почитать разных исследователей, тех, кто анализировали эти вещи, то вы там вычитаете очень разные штуки. То есть можете, как у Ридингса, вычитать совершенно не соответствующую правде жизни тех университетов информацию. Поэтому я не буду настаивать на том, что я знаю, как там было устроено содержание образования в средневековом университете. Но, по крайней мере, я могу вспомнить про 7 свободных искусств. Могу вспомнить про 7 свободных искусств, но не могу считать их содержанием образования. Но что нам очень важно? Во-первых, 7 свободных искусств кардинальным образом отличаются от научных предметов, хотя имеют название, некоторые из которых потом стали научными предметами. Ну, например, в 7 свободных искусств входит астрономия. Астрономия – почтенный научный предмет у Христиана Вольфа. Кант этим занимался со стервенением. И преподавалось это все в Гумбольдтовском университете с огромным удовольствием. Но для этого самого Северина Боэция и даже для его предшественников астрономия не была тем научным предметом, о котором мы говорим. Это было одно из свободных искусств, таких же как риторика, например, диалектика там и так далее, арифметика. И хотя они делились на квадриум и тривиум, но тем не менее как бы, они все были свободными искусствами. Можем ли мы соотносить сегодняшние артес либералис с свободными искусствами Северина Боэция? Вряд ли. Но главное для меня то, что преподавание в средневековом университете содержательно
базировалась на 7 свободных искусствах, но собственным содержанием было нечто другое. Собственным содержанием была спекуляция, необходимая для ведения схоластического спора. И в этом смысле содержанием образования в средневековом университете скорее, или там основы содержания образования в средневековом университете скорее нужно искать у Фомы Аквинского и вот в том, что он называл суммами. Суммами, но помимо сумм еще и навыки, умения комментировать. Поэтому сама форма ведения научной жизни в диалогических, схоластических дискуссиях, плюс компендиум знаний в виде сумм, плюс искусство комментария к тем или иным положениям в этих самых суммах и так далее. Не говоря уже о целом ряде там, дополнительных каких-то вещей. Можно или нельзя это свести в какой-то вот, ну, не знаю, объединить одним словом вот такое содержание образования, мне сказать сложно, но то, что в средневековых университетах привыкли называть знанием, оно как-то вот с этим достаточно четко соотносится. И потом оно досталось в наследство уже нам, и поэтому можно было бы, наверное, вот понимая все вот это, да, сказать, что средневековый университет учил знаниям. Забавно, что 7 свободных искусств Северина Боэция на некоторое время до возникновения университетов, ну, по крайней мере тех, которые мы знаем, было забыто. И начало отстраиваться в так называемое Каролингское возрождение. И вот если интересоваться не историей как таковой, тем, что там было, почему там ирландские монахи стали возвращаться на континент, то ли их гнали, то ли их что-то там привлекало и так далее, но интересоваться не историей как таковой, а именно становлением и генезисом содержания образования, то вот очень интересен как раз способ Алкуина, которому пришлось выстраивать с нуля представление о том, как и чему учить, ну, скажем так, жаждущую учиться французскую аристократию, включая монарших особ. А что было у Алкуина на тот момент? В этом смысле мы не берем рафинированных профессоров из монашеского сословия, которых учили читать Аристотеля, Авероэса там, и так далее, да, и разбираться и комментировать это все. А ну, школяра, студиозуса, которого учили вот эти вот увлеченные своими текстами и спорами профессора. И вот Алкуин, которому с нуля надо было это все начинать, он придумывает очень простую штуку, или там основывается на очень простой штуке. Как бы до чтения Библии, Аристотеля и Авероэса еще надо довести ученика. А если его надо учить, а, кстати, в университеты того времени, первого времени, не Каролинского, естественно, возрождения, а чуть позже даже, в университеты могли попадать люди, не умевшие, ну или еле с трудом умевшие читать и писать. Поэтому университетское образование начиналось порой тоже как бы с самого начала. Так вот, Алкуин мог основываться на катехизической форме и на ну, как бы, устоявшихся текстах, которые еще не были оформлены в вот это вот в томистические суммы, как бы, а просто были текстами, из которых можно было черпать ответы на вопросы катехизиса. Но что забавно, самого катехизиса у Алкуина не было. Поэтому алкуиновская манера составления катехизиса отличалась от составления катехизиса богослужебного. Потому что
за время нескольких Вселенских соборов, а потом, благодаря отцам церкви, был сформулирован канон христианского учения, разрешавший очень неприятные вопросы, которые когда-то там задавали еще апологеты и первые христианские мыслители, да, тертулиановские, там, всякие вот эти рассуждения и так далее. Они потом в учениях отцов церкви, в постановлениях соборов были сняты. Поэтому был корпус, канон христианский. И этот канон диктовал, ну или там, скажем, рассказ, пересказ обучения этого канона в течение поколений там, и так далее, формировал трудные места, непонятные места или проблемы, которые порождались там, формальной логикой, обыденным знанием, там, эмпирикой и так далее, на которые требовалось давать ответы. Отсюда христианские катехизисы, преподававшие канон вероучения, как бы, они были вот выверены и простроены. А Алкуину откуда брать, если он не христианскому канону учит, а учит, в общем, ну, как бы современному на тот момент, 9 век, знанию бестолочь отпрыска там, королевской семьи. И он тогда поступает примерно как Эдисон уже потом в 20 веке, в 19 веке. Он обозревает свое собственное знание и под это собственное знание подгоняет вопросы, приписывая эти вопросы как бы ученику. Как бы ученик должен задать эти вопросы учителю, и учитель, соответственно, будет на них отвечать. То есть вместо рассказа обо всем, что я знаю, а это, кстати, очень хорошая сама по себе форма содержания образования, просто начать рассказывать то, что я знаю, погружая собеседника в как бы, пространство собственного знания. Алкуин поступает иначе. А именно, сначала сам продумывает, чего он знает. Под это желание рассказать свое знание не непрерывно, нарративно и последовательно, да, а поскольку он его сложить не может ни во что целое, фрагментарно, он набирает как бы набор вопросов, чтобы через эти вопросы как бы изложить ученику свое знание. Соответственно, у ученика этих вопросов нет. Они ему приписаны задним числом. Вот здесь уже можно запутаться. Я сам, по-моему, немножко начинаю путаться. Понятно, вот, что я рассказываю? Диалогичная ситуация. Алкуин и Пипин Короткий, которого он учил, для которого катехизис составлял. Значит, Алкуин нечто знает. Предполагается, что Пипин, или Пипин, как правильно, не знает, но хочет знать. У Алкуина нет в этом месте оглавления той суммы знаний, она еще не приведена в сумму, оглавления, по которому он мог бы развернуть последовательное изложение того, что он знает, чтобы это знание передать, соответственно, ученику. Тогда он что придумывает? Он придумывает некую книжку, в которой есть набор вопросов и ответы на эти вопросы. Соответственно, он как бы в диалоге, формирует диалог, приписывает ученику зачитывать вопросы, на которые ему даются ответы. Вопросы, которые задает якобы виртуально, задает ученик учителю, не возникают у самого ученика, они не являются как бы выведенными из самоопределения, знания, места в мире самого ученика. Но, несмотря на то, что у Алкуина есть какой-то набор знаний, эти знания получают свое оформление
в виде вопросов. Темник, топология этого знания оформляется в виде вопросов, которые как бы получены в результате вот такой странной процедуры. Да? Я хочу рассказать то, что я знаю, полагая, что образованным человеком является тот, который знает то же самое, что и я. Изложить эти знания по порядку ученику я не могу, поэтому я только сам могу их оформить определенным образом. Я придумываю вопросы к собственному знанию, но делаю вид, что эти вопросы будет задавать ученик. Написав вот это и получив вот этот вот набор вопросов, он фактически задает некое содержание образования. Так, я понятно изложу? Но тогда это очень странное содержание. Странное содержание. Несмотря на то, что Алкуин был по-своему для современного уровня очень образованным человеком, и в общем, я не знаю, был ли он энциклопедически образованным человеком, да? То есть мог ли он считаться тем, ну или претендовать на то, что потом уже в эпоху реформации возникло, вот как это обозначение, да, энциклопедически образованный человек. Или, как тогда любили говорить, он был одним из образованнейших людей своего времени. Насколько Алкуин соответствовал этому состоянию, или он был просто случайно подобранным ирландским монахом, подвернувшимся под руку, которого взяли в плен и этапировали на континент, как сегодня Вернович Леонова, нам трудно сказать. Но тем не менее, как бы то, что мы получили вот в результате, мы получили вот такой вот странный ход на формирование содержания образования. И потом в средневековых университетах, я думаю, что, собственно, содержание массового образования, ну, насколько это вообще возможно говорить о массовом образовании в тех редких университетах, которые были тогда в Европе, оно напоминало вот то, что я сейчас рассказал. И тогда, значит, мы отстраиваемся от Алкуина. Не от Артус Либералис и Северина Боэция, да? От Алкуина к отрицанию этого в научных предметах и построению, соответственно, образования в Гумбольдтовском университете, к соединению содержания образования в Гумбольдтовском университете или университетского образования с профессиональными навыками и умениями технарей и людей, которые потом при этом соединении стали инженерами, к спорам о формировании содержания образования в политехнических вузах, мы подошли к тому, с чего я начал. Но это начало было 1,5 века тому назад. Поэтому после того, как закончился спор Пирогова и Гром-Джемайла победой Пирогова, то есть в русских технических вузах середины XIX века победило университетское образование, и поэтому в России стали готовить, как потом рассказывали, частично неполонизированно, но тем не менее лучших инженеров в мире. Но готовить-то они готовили, но за это время все менялось. И вот сейчас от спора Пирогова с Гром-Джемайла мы можем подойти к Болонскому процессу. Проскакивая целый ряд этапов, о них я тоже мог бы рассказать. И, в общем, надо о них вспомнить, формулируя содержание образования. Но что есть в этом смысле Болонский процесс по сравнению с победой Пирогова над Гром-Джемайла при формировании тогдашнего содержания высшего образования? Это есть полный отказ и полностью обратное решение этой проблемы. Понятно? То есть, на сегодня
момент. Если мы имеем в виду не собственное страдание по летучему университету, а общую ситуацию, в которой эти наши страдания обретают действительность, мы имеем ситуацию, заданную тем же самым спором, олицетворяемым вот Пироговым и Громом Жемаева, но с победой противоположной стороны. Произошел отыгрыш. Но обратите внимание, тогда в пользу Пирогова был весомый аргумент, а именно наличие университетского образования. Оно было тогда, и оно было в расцвете. И науки тогда были еще в расцвете и так далее. Сегодня в этом споре по определению содержания современного образования мы имеем деградацию университетов, потерю ими всяческого авторитета и проникновение идей Громко-Жемаева и Болонского процесса в сами университеты. Поэтому на что мы можем опираться сейчас, как на наличное, явное, настоящее в наше время, чтобы отстоять иную точку зрения, нежели Болонскую и Громко-Жемаевскую. Почему вы должны сказать? Чего? Почему вы здесь настаиваете? Нет, я не против того, чтобы оставить, просто много было. Ну вот смотри. Если ты всерьез, а не из вредности Нет, я не из природной своей задаешь этот вопрос, то ты ведь мне что говоришь на мое введение к сегодняшнему выступлению? Ты говоришь мне буквально следующее: Мацкевич, с твоими заморочками сейчас не время, оно не пришло. Нет опоры, опирища и так далее. Что ж ты, блин, сука, против тенденций прешь? Вступайте в Болонский процесс, вводите стандарты и делайте, как велят. Да нет. Я говорю немножко про другое. Я говорю, что смысл ведь не просто в том, чтобы просто попереть против тенденции. Да? Ну, вот она есть, и надо обязательно попереть против нее. А в том, что в этом есть некая специальная цель. Да? То есть есть некие основания, которые состоят не просто в том, чтобы попереть против тенденции. Да. И эти основания должны иметь некое содержание, которое потом... Обрати внимание. Я поэтому в смысле не просто того, что перейти против тенденции, а в том смысле, куда перейти против тенденции. Вот обрати внимание, да? Значит, твой вопрос сейчас дает мне возможность в очередной раз увильнуть от постановки проблемы содержания образования в задаче, но не будучи обоснованным, все равно мы не, без обоснования, мы все равно проблему не поставим. Поэтому я могу, конечно, не отвечать на твой вопрос, но только намекнуть. У меня есть для того, чтобы отвергнуть Болонскую постановку вопроса, исторические основания. Я могу сравнить. Между прочим, Громко-Жемаева проиграл только в России. Я не знаю, как строился такой спор в Германии, но в Германии там такая точка зрения тоже проиграла. Но она победила в Америке и в Англии. В результате американские университеты той эпохи, того времени, когда разворачивался этот спор, были гораздо лучше российских и немецких. Но университеты. А все, что касалось профессионального образования, оно было никаким. Они даже до французского, Каспар-Моншевского не дотягивали. Они были очень примитивными, и поэтому, когда сравнивали хорошо образованного, с хорошими манерами немецкого или русского инженера с человеком, который там, был в Англии или в Америке, то выяснялось, что те инженеры могут от сих до сих что-то сделать, ну и все. Правда? Там была другая штука. Там была среда для выращивания таких людей, как
Эдисон, например. Да? И там было очень забавное взаимодействие ученых с университетским образованием и бизнеса, требовавшего креативных идей и так далее, и так далее. За счет вот такой социальной организации в Америке и в Англии компенсировали недостатки технического, профессионального высшего образования. А английские университеты весь 19 и начало 20 века, вплоть до 30-х годов, продолжали готовить администраторов для Вест-Индской компании, продолжали готовить военачальников, этих самых архиепископов англиканской церкви и так далее, и так далее. То есть людей, которым необходимы языки, эти самые, литература, подвешенный язык, там, ну и так далее, и так далее. А вот все, что касается объективного, реального знания, они проигрывали. А вот русские и немецкие технические высшие учебные заведения в этом месте были впереди планеты всей. Это исторические обоснования. Я могу привести сюда же, например, целый набор технических обоснований. Технические обоснования, чтобы привести, мне надо было бы реконструировать ситуацию, связанную с практическим приложением прагматизма. Прагматизм, как очень идиотский поворот философии, построенный на очень хилом фундаменте в Америке, да, Чарльзом Пирсом, привел к появлению нескольких оригинальных, даже не столько философских, сколько технических концепций. Одна из этих технических концепций – это подход Джона Дьюи с его методом проектов и опорой на очень упрощенную бихевиористскую схему организации. Даже не скажу чего, потому что, в общем, слово «познание» или та сфера, которая обозначается словом «познание», на тот момент для американской философии, наверное, не имела того значения, которое мы привыкли туда вкладывать. Поэтому, наверное, про познание нет. Отсюда у американцев того времени возникли соответствующие словечки технические, типа научение и так далее. Да? И такое интенсивное развитие психологических представлений бихевиористического толка. Но сама по себе революция Дьюи в Чикагском университете заключалась, скажем так, в утрате свежести вот этой идеи Каспара Монжа об объединении профессиональных знаний и предметов, и научных предметов. И это происходило не только в Америке на тот момент, но и во всем мире. А американцы в силу заряженности, вот этой разности потенциалов бизнеса, требовавшего креативности и долдонства плохо образованных исполнителей, требовало целостного отношения к, скажем так, к тому, что в советское время, мне не хватает в этом месте американских слов, да, требовало того, что в советское время называлось организацией производства. Поэтому там возникает одновременно исторически одновременно с университетом Дьюи, например, тейлоризм и все, что потом стало называться в Советском Союзе научной организацией труда, а с подачи австрийцев и поляков Львовско-Варшавской школы логики стало называться праксиологией. Основной методологический посыл вот этих инноваций состоял в том, что людей с высшим образованием нужно готовить не по университетскому типу
как этот тип задавался в американских и англосаксонских учебных заведениях, его нельзя больше готовить, этих людей нельзя больше готовить по тому типу, как были организованы почти средневековым образом технические учебные заведения Америки и Англии того времени, перенести содержание образования политехнических и прочих технических высших учебных заведений из германо-российской Евразии в Америку было невозможно, поэтому нужно было что-то придумывать. И вот они придумывают научную организацию труда и метод проектов, или попытка заменить проектами ту целостность знаний, соорганизацию знания, которая в Гумбольдтовском университете принадлежала научным предметам. Так я понятно выразился? Но одним из очень вредных последствий реформы образования в Чикагском университете стал запуск непрерывного экспериментирования с образованием. Эта мода потом распространилась и на другие области образования. В Европе она захватила в первую очередь среднее и начальное образование, а в Америке высшее. И поэтому американские высшие учебные заведения на сегодняшний день не представляют собой никакой целостности. Каждый университет придумывает какие-то свои формы. И эти формы, так скажем, очень плохо связаны с содержанием образования. И вот, наверное, еще ряд, собственно, там, исторических, технических, онтологических, методологических обоснований я мог бы привести. И если бы я продолжал думать, размышлять так, как я размышлял, начиная с вот этих вот полемических этюдов, то я, наверное, и очередной раз отвлекся бы от постановки проблемы содержания образования в форме задачи, имеющей решение, и ковырялся бы вот со всеми этими вещами. Это очень увлекательно и, скажем так, безопасно. А вот сформулировать эту проблему в задачном виде я задницей чую, время пришло. Но как это сделать? Сказать мне очень сложно. Но чего я могу? Кое-что можно сказать. Точнее, не сказать даже, да? А начать это обговаривать. Обговаривать, и чтобы это начать обговаривать, причем вместе с каким-то коллективом, с группой, там, с сообществом и так далее, мне нужно, чтобы вы были в контексте вот этой всей истории. Потому что без этого контекста мне очень сложно будет апеллировать к каким-то утверждениям. Можно вопрос на уточнение? Если я верно понимаю, то, что вы сейчас изложили, было таким кратким введением в генезис того, что можно назвать знаниево-предметной организацией процесса образования в тех институциональных формах образования, как оно существовало там со средних веков. Но ведь мы-то, находясь в первой четверти 21 века, понимаем, что знания и предметы не являются, не покрывает целиком то, что относится к образованию не как к процессу, а к понятию образования. И в этом плане эта линия примерно понятна, и понятно, там, что можно в ней дальше ковыряться и развивать ее в разные стороны, но мне кажется, что как минимум нам нужна же еще похожая линия с какими-то привязками к этой, линия про мышление, его, не знаю, как сказать, традиции мышления, линии передачи и вот все эти вещи
на которые так или иначе были завязаны эти предметы, эти знаниевые комплексы и организация таких знаний. Да? И это та вещь, без которой мы точно не сможем обсуждать содержание образования как понятие, а не как процессы в учреждении. Более того, мне кажется, что... Нет, подожди. Вот. Давай так, то, что тебе кажется, ты еще расскажешь. Да? Может быть, тебе кажется, может, тебе не кажется, а так оно и есть на самом деле. Но вот ты мне объясни, что ты мне сейчас сказал до этого, и к чему ты возражал. Можешь ли ты сказать, что схоласты не мысли? Вот Акулина до Кристиана Вульфа. Нет, я могу... Я думаю, что ты как бы поостережешься это сказать. Я могу кратче сказать. Я сказал примерно следующее. Содержание процесса образования в образовательном учреждении не обязано совпадать и далеко не всегда совпадает с образованием как таковым. Подожди, Кажется, подожди, здесь, а я такого и не говорю. Вся история, ну, например, если бы я ее кратко там, формулировала, я бы сказала, что содержание образования как бы, в начале это представление об образованном человеке, ну, каким-то образом там сформулированное, ну, вот как Мускевич там рассказывал про Гуэна. Потом это науки, ну, там нечто объективированное, и это содержание образования. А потом это вообще деятельность, ну, подготовка к деятельности. Ну и вот смотри, и это ничто, не предметная Таня, организация. я ничто из этого, по большому Вы не счету, говорили. не называл, не маркировал содержание Да. образования. Да, так я сказала, что это я назову. Ну, Я рассказывал просто про некие условия, в которых происходило образование, то есть какое-то содержание возникало, и Да, передавалось. Вот, но при этом мы еще пока ничего не говорили про само содержание образования. Да, более того, вы не говорили, не знаю сколько, я 30 лет об этом молчу, как рыба об лед. Вот, и я как бы, ну, скорее было уточнение о том, что этого же явно недостаточно, чтобы мы вообще могли подойти к постановке проблемы содержания образования. А ты, может, ждал, что я к концу сегодняшнего семинара дам ответ? Да. Ну, я уже испугался, да, и поэтому я решил уточнить. В этом плане мне так кажется, что первое, да, мы не можем это обсуждать без отнесения к линиям и традициям мышления и представлениям о мышлении. Раз. Во-вторых, в вашей этой зеленой книжке есть фраза, которая меня в какой-то момент очень глубоко и надолго срубила. Вы там говорите о том, что содержание образования это нечто, что можно обсуждать только в связке с поколением, а не там, с конкретным, не знаю, учеником, преподавателем и чем-то еще. И это тоже немаловажная вещь, без учета которой сейчас мы также едва ли можем подойти к постановке этой проблемы. Зеленая книжка тоже Мацкевич? Муаммар Каддафи приписывать Я считал раньше, что так. чужие книжки. Он вот эту имеет в виду. Хотя на самом деле в первоисточнике она черная. Так вот, смотрите, вот это все нужно, чтобы иметь контекст и рамки обсуждения содержания образования. Более того, содержание образования есть функция, скажем, такая редукционистская функция представления о мире, характерная для той или иной эпохи. В этом смысле, будучи Далдоном методологическим, я могу сказать, что содержание образования всегда, от Авраама, начавшего путь из дикости в наше время, всегда составляло мышление. И образованием было то, что люди того времени могли схватить про мышление в концептуальных формах, в реализационных формах. Причем долгое время
разбежка между концептуализированными какими-то формами и реализационными формами была очень большой. Она начала сокращаться, и что-то про это мы начали понимать только в результате столетней работы Гумбольдтовского университета. Вот Кристиан Вольф, который, собственно, ввел психологию в качестве учебного предмета в вузы, в университеты. Это первая половина XVIII века, когда возникла научная психология. Официальная дата рождения научной психологии 1870 год. Открытие лаборатории Вундта в Лейпциге. Но можно, там, скажем, на 30 лет подвинуть вглубь и приписать, например, Фехнеру, про время реакции которого я уже успел как-то рассказывать. Да? А это 1860 год. Да? Или там 40-й даже. 40-й, да. Но сути дела от этого не меняется, да? Потому что можно ввести номинацию некой дисциплины там, и так далее. Да? Но во времена Кристиана Вольфа, даже Вильгельма и Александра Гумбольдта, научных предметов в форме содержания образования еще не существовало. По большому счету они встали только вот к концу 19-го, началу 20 века. Понадобилось 100 лет, чтобы саму идею дооформить. И вот на эти же 100-150 лет примерно приходится очень интенсивное сокращение разрыва между концептуализацией мышления и реализационными формами. Всерьез за сокращение этого разрыва взялись только в 20 веке. Только в 20 веке вообще мышление стало не запредельно онтологической категорией, как там Декарт про это говорил, или Спинози, и так далее, да? А стало вообще предметом научного интереса, сначала научного. И уже после этого пошли там всякого рода технические, там, прикладные вещи, связанные с мышлением и так далее. Сегодня мы про это много знаем. Но, исходя из сегодняшнего знания, я скажу, и во времена Алкуина, и гораздо раньше содержанием образования было мышление, ничего кроме мышления им быть не могло. Поэтому ни Алкуин, ни этот самый Северин Боэций, в общем, не могли, даже этот самый Ян Амос Каменский, не могли выйти на формулировку содержания образования, не могли поставить ее для решения. Почему мне, опять же, вот нужно для этого это вчерашняя наша категория времени, да? Потому что, понимаете, вот, скажем, если бы Ивану Ефремову или там братьям Стругацким 50-е, 60-е годы рассказали вот про такую фигню, ему сказали, у каждого человека 21 века, не в полдень 22-го, а в 21 веке, у каждого человека в кармане, на поясе или еще где-нибудь будет персональное средство связи, маленькое, компактное, с передачей данных во всех возможных видах, кино, там, радио, аудио, видео и так далее, графические там всякие штуки, подсчет, компьютер, превосходящий по мощности те самые ENIAC там и так далее, да? И все это в одном кармане. И все сказали, вы дураки что ли, блин, что вы фигню гнете? Мы, конечно, фантасты, да? Но даже фантастика должна иметь пределы. А в чем предел? Почему вы не верите, что такое возможно? Ну потому что мы знаем, что такое радиочастоты. Связь же возможна по радиочастотам. У них в 22 веке радиофоны были у каждого. Ну да, радио были у каждого, да, и так далее. Так это в коммунизме. Полный. А вот здесь, а вот эта штука, она же невозможна в 21 веке до коммунизма, в 22 можно, в 21 нет. Потому что если каждому из 8 миллиардов людей на планете выделить свою частоту, да, и, соответственно, радиопередатчик, можно даже пофантазировать, его минимизировать до наноуровня, да, такое представить себе возможно. Но тогда же датские империалисты и спецслужбы КГБ имеют возможность прослушивать и следить за всей частной жизнью, если у каждого своя частота.
Но ведь этот и Ефремов, и Стругацкий могли бы вам ответить на вот этот тезис буквально следующее. Ребята, мы уже посмотрели, что произошло с человечеством в Первую мировую, мы посмотрели, что произошло во Вторую мировую. Мы понимаем примерно, почему... Подожди. Что... Вот смотри, технически телефон, персональный телефон был возможен в 50-е годы, в конце 40-х. Технически. И эту всю технику и Ефремову, и Стругацкому, и Роберту Шекли, и Станиславу Лему можно было объяснить. Они не поверили в возможность такой штуки по гуманитарным и социальным основаниям. Да нет, я-то думаю, что и Лем, и Стругацкий понимали, что вот технические вещи никогда уже больше не смогут вытащить того человека, который... Я не о том говорю, я говорю о конкретной вещи. Они много понимали, я больше чем уверен, что Стругацкие, про которых я так и не написал книжку, они больше меня понимали тогда, чем я теперь. Но вот то, что они точно не могли поверить в то, что у тебя будет телефон, по которому ты можешь сохранять свою интимную личную жизнь, да, и что он не прослушивается. То есть прослушать в принципе при желании можно, если очень захотеть, да? Но что в принципе это как бы персонализированные каналы связи. Потому что исходя из технического представления того времени, социально обеспечить это было нельзя. Хотя уже в это время существовала вот эта вот фигня, не помню как она называлась, которую актерка-то немецкая изобрела, генератор случайных чисел, обеспечивающий перескок передачи данных с частоты на частоту. Ну, то есть то, что заложено в технологии GSM. Да? Это ведь не суть важно. Это были биовзращиваемые сложные кибернетические организмы. О, нет, всякая фигня, конечно. У них была. Которые по уровню той техники вообще никак не были. Ладно, я без, может быть, не сюда. Давайте вспомним нашу конференцию опять же, да, доклад Володькина про Балто-Черноморские межморья там, и так далее. Да? Вот и разница в чем? Для меня старорежимного дятла, то, что говорит Володькин, является абсолютной фантастикой. Ну, просто вот как бы высосанная из пальца, взятая из потолка абстракции, не имеющая никакого отношения к реальной жизни и так далее. С точки зрения Володькина, все, кроме него, на этой конференции были абсолютными лжецами и фантастами, витали где-то в облаках, ничего общего с реальной жизнью не имели и так далее. Две абсолютно противоположные версии друг друга. Но это не к чему. Потому что я утверждаю, что содержанием образования всегда было мышление, и никогда не было вот эта вот катехизическая форма. Если утрировать, я мог бы алкуиновский способ формулировки того, чему он учил Пипина Короткого, перенести на все последующие организационные формы содержания образования. Как это выглядело уже теперь, вот как бы, да, если я там могу проследить, и мне нужен, чтобы вы удерживали контекст там всего вот этого обсуждения до там Владимира Мацкевича с его личной историей. А личная история такова. Значит, про 30 лет назад я сказал, да? Но еще до того, как я занялся вопросами образования, ну, так, чтобы скромно выразиться, профессионально, да? Я учусь в неплохом по советским понятиям вузе. На 3-м курсе мне эта учеба набрыдла до невозможности. Я думаю себе, вот от чему меня тут учат? Я 3 года какой-то херней страдаю в этом Ленинградском университете. Да? Надо задуматься наконец, что я тут делаю. А уже взрослый, в общем, человек, после армии, там, на 4 года старше своих однокурсников и так далее. Я говорю, отлично, ребята, вот вы мне дадите диплом, а что я к этому диплому должен знать? Это есть программа, вот экзаменов, так далее. Ты должен защитить диплом. Я говорю, ну, защитить диплом это, в общем, полная фигня, потому что написать то, что пишут другие, которых я читал, в общем, я уже сейчас могу, отлично, мне говорят. Тогда вот для того, чтобы
кроме диплома, получить, ну, в смысле, дипломной работы, получить диплом, тебе надо сдать экзамен. Вот программа госэкзамена. Я открываю эту программу госэкзамена, смотрю, и она почти один в один, с небольшими вариациями, совпадает с учебником «Общая психология» товарища Петровского. Учебник психологии, «Общая психология» Петровского, но она примерно в 2 раза толще этой. Ну, по тексту, наверное, гигабайт. Можешь не рассказывать, у всех такая была. Да, ну, не намного больше. То есть, говорю я, вы меня динамите таким образом? 5 лет вы тут надо мной издеваетесь, чтобы я прочитал вот это, что можно прочитать, в общем, за 2 недели. Ну ладно, 2 недели я загнул, потому что когда я пришел на первый курс, я не знал половины слов, которыми они там оперируют. Ну, еще слова немножко выучить, то есть подучить психологический язык, потом прочитать этот учебник. Прочитать его несложно, ну, надо еще кое-что выучить, кое-что там, наверное, поупражняться. Ну, ладно, полгода от силы. Вот то, что мне нужно, чтобы получить диплом психолога, на это все нужно полгода, а вы меня мурыжите тут 5 лет? Они говорят, ну, конечно. Говорю, что-то тут не то, в чем-то тут динамо состоит. Начинаю думать. Я понимаю следующее. Уже как бы перейдя вот этот вот Рубикон, то есть не уйдя с факультета на 3-м курсе, когда надо было бы уходить. Да? Вот все говорило за то, что надо уходить. Нефиг тут делать, все это дерьмо полное. Я остался по каким-то там совершенно посторонним причинам и дошел до 5-го курса. Подхожу я до 5-му курсу, знаю все, что мне нужно, чтобы получить диплом, и думаю, интересно, вот на 3-м курсе, когда я размышлял обо всем вот этом, я был такой же, как сейчас? Ну и как честный человек, я должен был себе сказать, нет, конечно, я не такой. То есть и за эти 2 года, когда я понял всю, как бы, весь обман, да, этого образования, я ловлю себя на том, что все-таки что-то со мной за эти 2 года дополнительных произошло. А если я начинаю себя сравнивать с первокурсником, который пришел после армии на факультет психологии, с 5-курсником, да, я понимаю, вообще колоссальная разница. Я очень много приобрел. Но дальше я тогда спрашиваю себе, конечно, 5 лет на рубеже вот, переходного возраста, да, от юности к взрослости, наверное, они сами по себе много чего значат. И даже если бы я не учился, вот, прошел мимо университета, да, не учился, я бы тоже был другим за 5 лет. Отлично, я это выбросил, из формулы вынул, да, и думаю, ну все-таки, а что университет мне мог дать? Доступ к телу. Кроме вот этого вот выжимки учебника. Да? Да. То есть, как это, знаешь, в фильме «Мимино» Фрунзе Панкратчян там объясняет Бубике Кабидзе, что у него шансов нет с стюардессой. Понимаешь, она же каждый день в самолете летает. Она артистов видит, спортсменов видит, космонавтов видит. Где бы я увидел звезд, ну, пусть не первой величины, но тех, которые были доступны, если бы там не учился. Да? Я бы мог каждый день ходить на работу мимо Ленинградского государственного университета и ни с кем из них не познакомиться и не поговорить. А разговор с, ну, например, там, Векером, да, как мне кажется, дает очень много. Ага, значит, вот за ту дурь, обман, чтобы выучить учебник Петровского. Да? То есть всего-то за 2 недели. Я, платя вот этим выучиванием вот этого учебника на протяжении 5 лет, потому что от меня же скрывали еще кучу знаний, да? По ходу дела выясняется. Потому что если бы они их мне дали сразу, да, я пошел с 1-го курса. А так, платя вот, за этот обман, я познакомился с Векером, познакомился там еще с кучей людей, да, освоил там интеллектуальную простору города Питера. И это все за 5 лет, а меньше, ну, наверное, не уложиться было. Тогда я говорю, ага, если мне расскажут после этого, что содержание образования на факультете психологии Ленинградского университета это учебник Петровского,
Значит, это люди либо не понимают, что такое содержание образования, либо они меня специально дурят. Я-то теперь знаю, что в содержание образования входит там, 20 минут разговора с Векером, возможность прогулять занятия и сходить на лекцию там, Аверинцева на другой факультет. Вот этому я научился, да, и это повлияло на изменение пятилетнего. Отлично. Как это все соотносится с содержанием образования? И если вы не учитываете вот этого содержания образования на факультете психологии, значит, либо вы ничего не догоняете, не понимаете про то, что такое образование, либо специально дурите. Или я должен это туда включать? Ну тогда, если я должен это включать, то мне нужны какие-то формы схватывания этого всего. И тогда я понимаю, например, что когда ГПР Щедровицкий описывает научный предмет в деятельностных схемах, да, он описывает ведь не содержание учебника, ну, например, учебника там, биохимии или там, учебника астрономии. Он описывает совокупную систему деятельности людей, мыследеятельности их. И вот эта вот совокупность, она и является содержанием образования. Но тогда содержанием образования, которое как бы заведомо превышает и объем учебника, и много чего другого, да, и вообще выходит за пределы текстов. То есть содержание образования не есть текст. Оно выходит за пределы того, что может поместиться в памяти человеческой и даже в его воображении. Да? И тогда это надо как-то схватывать в каких-то формах. И никакого другого названия, кроме мышления, у меня для этого нет. Но само по себе мышление, которое я произношу как слово, ничего не говорит, потому что и у Алквина было мышление, у Схватова было мышление, в Гумбольдтовском университете было мышление, и даже у Каспара Монжа, и даже у Брунджемаля. Так, до этого момента понятно? Ну так, Отлично. местами. Тогда, с этого момента мне нужно ввести другой контекст. Я даже его обозначил. Да? Итак, я его ввожу через вот это вот описание, оно не вставной номер. Водолазская понимал. Она всегда как бы эти вещи просто не ловит и потом говорит, что я отвлекаюсь на ненужные штуки. Я рассказал сейчас про очень важную штуку, которую я понял студентом факультета психологии. Еще до того, как профессионально занялся образованием. Я понял, зачем 5 лет учиться в университете. Это выводит меня на некоторое представление о содержании образования, но выводит не больше, чем Алкуина с его представлением. Дальше. Я уже упоминал в самом начале свою ситуацию, связанную с перестройкой и нашим, не нашим, с Лафердовым временем. Так вот, у меня перестройка началась с педагогики сотрудничества. Первое, с чем я столкнулся в перестройку, это не с охраной памятников, разрушаемых в Петербурге, хотя, в общем, первые митинги были там с этим связаны и так далее, да? А всерьез и нормально так, с того, что мы не могли без иронии отнестись к программам, объявленным Горбачевым, ну, противоречивым самим себе, да? Мы тогда смеялись, как это возможно одновременно перестроиться и ускориться, потому что тогда это было формулировалось так: перестройка и ускорение. Все, что мы знаем про перестройки, оно связано с замедлением. Все, что мы знаем про ускорение, оно связано с отказом от, соответственно, перестроений, перестроек и так далее. Да? Поэтому одновременно перестроиться и ускориться нельзя. А значит, к этому всерьез относиться нельзя. А к чему мы тогда отнеслись всерьез? Так это к критике и отрицанию тогдашней системы образования. И это все оформлялось в идеологии педагогики и сотрудничества, которая широкой публике была известна через там, фигуры педагогов-новаторов, но в общем, помимо этого, того, что было известно широкой публике,
там были и более серьезные вещи, и в частности методологические заходы на критику содержания образования. И это в массы проникло как критика зунов. То есть, да, возникла, вот помните, когда я рассказывал про Пирогова и Грумбежевала, про их спор, да? Этот спор был достаточно принципиальным, ну и, в общем-то, я бы сказал, не на жизнь, а на смерть. Да? Но, рассказывая про него, я же говорил, что ни у того, ни у Пирогова, ни у Грумбежевала не было концептуальных оснований для своих позиций. Они были идеологическими. Так вот, в массы на тот момент, это где-то 82-й, примерно 88-й годы, да, там шли идеологические, ну, или споры о содержании образования в идеологической форме. И противопоставлялись зоны. Зоны непонятно чему. А что такое зона? Зоны – это то, как формулировалось содержание образования всей школы и вузов до педагогики сотрудничества. Мне еще раз как Знание, формулировать. умение, навык. Знание, умение. Я думаю, что какой-то университет какой-то. Вот Павел говорит, что и сейчас. Да? Ну вы посмотрите любую типовую программу. Да, Студент должен знать, Да. студент должен уметь. Да. Иметь навык. Иметь Ну вот смотри, Павел, я-то думаю, что тогда это была очень острая постановка вопроса, она очень возбудила много всего, как бы, да? Но до сегодняшнего дня, по большому счету, мы ее не фальсифицировали. Действительно, и в учебных программах на сегодняшний день присутствуют эти вещи, да я думаю, что и не надо их выбрасывать, по большому счету. Дело вовсе не в этом. Потому что это идеологический спор, да? А поскольку никто не знал, а что вместо зонов, ну вот если вы посмотрите, опять же, вот здесь у меня есть там коротенький спор с этим самым Янисом Бокансом. И латыши тогда на основе Харальда Бейса, там своего эмигрантского философа, не знаю, какой из неокантианских школ он там принадлежал, но он проповедовал как бы примат ценностей над всякими остальными штуками. Поэтому первая реформа образования в Латвии, это чуть позже того, как я, про что я рассказываю сейчас, про оппозицию зунов и не весь чего, они пытались реформу образования строить, заменив содержание образования, идеологически обзываемое как зуны, системой ценностей. То есть учить надо ценности, говорили они. Ну и, в общем, мне приходилось с этим тогда серьезно разбираться и спорить. А в самом деле, что зунам противостоит? И никто ничего сказать не мог, чего противопоставить зунам. Поэтому с идеологического уровня произошло немножко там углубление, да, и стали говорить, ага, образование, которое описывается аббревиатурой зоны, строится на субъект-объектных схемах, то есть знание об объекте, умение у субъекта обращаться с объектом, ну и так далее. Да? А вот новое содержание образования надо строить на субъект-субъектных схемах. Ну и на этом, собственно, закончилась вся реформа и вся эта самая вся педагогика сотрудничества. Потому что ничего, кроме полной дуристики, как бы вот из такой концептуализации или такой схематизации вырасти не могло. Но я надеюсь, что вам не надо об этом рассказывать, да, почему это так было. Но тем не менее, вот это вот субъект-субъектные отношения и субъект-субъектные схемы просуществовали в идеологическом дискурсе, ну, наверное, лет 10, не меньше. Это вы про русскоязычный дискурс, да, говорите? Я говорю про то, чему я был свидетелем. То есть, вот смотри, вот это все было вот предыстория, да? От Авраама до того, как я ударился в перестройку. А потом началась моя история, мой контекст. Это уже то, что я понимаю во всем этом. Вот этот контекст мы все вместе должны удерживать. Ну и, наверное,
по большей части как бы можно знать какие-то вот эпизоды, да, всей этой истории содержания образования, но для того, чтобы вступить в коммуникацию, у каждого должен быть свой контекст, деятельностный контекст. Вот я сейчас деятельностный контекст свой излагаю. В этом деятельностном контексте был вот этот вот десятилетний спор о схемах субъект-объектных и субъект-субъектных. В этом споре участвовали там, академики и учителя, организаторы образования, министры там, и так далее, и так далее. И, в общем, этот бесплодный спор привел к тому, что в какой-то момент был потерян вообще интерес к содержанию образования. И признано было, что советская школа не может быть продолжена, высшая в том числе. Потому что, ну, во-первых, утомились все участники спора. Кто-то умер, кто-то ушел. Это тоже, кстати, очень важный момент с уходом, потому что, значит, в конце 80-х годов люди, работающие в образовании, ну, скажем, поднялись над средним уровнем, высшим образованием, по крайней мере. В высшей школе люди стали получать неплохие по тем временам деньги, больше, чем, ну, скажем, в среднем даже по промышленности. А вот в 90-х годах, в начале 90-х годов, после там, этих денежных реформ и всякой такой херни, резкий обвал. Особо воровать было нечего, да, а деньги на тот момент делались только на воровстве. И поэтому люди, работающие в высшей школе, стали жить очень плохо. Тем, кто был всерьез, скажем так, всерьез отдавался профессии, а я, в общем, как мне кажется, относился на тот момент к такого рода людям, им казалось, о, здорово. Здорово, потому что вот эта вот бедность, да, вымоет из сферы образования всех, кто здесь случайно оказался, и останутся только преданные делу люди. Но все произошло ровно наоборот. То есть вымылись из сферы образования в первую очередь те, кто чего-то хотел. Кто хотел странного, там, большего там, и так далее, и так далее. Они стали уходить. А что забавно в тот момент тоже происходило, да, так это то, что вот если взять, я в Латвии тогда уже жил, если взять газетные объявления об услугах, сфере услуг там, и так далее, то я даже просто там не ленился и считал. Первые бизнес-газеты содержали рекламных объявлений об образовательных услугах всякий раз в каждом номере больше половины. Образование на тот момент было как услуга востребовано больше, чем любая другая сфера услуг. И поэтому люди, которые могли формировать хоть какие-то навыки и умения, находили в бизнес-сфере образовательной применение себе гораздо более прибыльное, чем в официальной системе образования. Ну, короче, за несколько лет уровень культуры, содержания в высшей школе упал со страшной силой. Потом, это произошло очень быстро на самом деле, но тем не менее, за пределами официальной высшей школы разработка содержания образования продолжалась. И вот при всех идеологических разногласиях относительно там, империализма и социализма, я бы поставил на первое место наработки кружка Громыка, который, ну, это не значит, что я их признаю, да, в таком, но они, с моей точки зрения, крайне интересны. Во-первых, методологи, конечно же, высмеивая эту схему, или вот эту смену схем, да, с субъектно-объектной на субъект-субъектную, тем не менее предлагали свои схемы, оргдеятельностные, говоря о том, что да, мы готовы согласиться с тем, что зоны – это недостаточная постановка вопроса содержания образования, а содержанием образования является мышление, а мышление заданное в форме деятельностных схем, то есть как деятельность. И поэтому
Учить надо деятельностью. И всегда учить надо деятельностью. То есть и в начальной школе, как у Давыдова в развивающем обучении, ну и, конечно же, в высшей школе. И поэтому высшими формами обучения в высшей школе являются те, если вынести, да, те, которые представляют собой деятельность над деятельностью. То есть обучение в содержании чего, даже не говоря про содержание образования как такового, да, а уже содержание обучения, в содержание обучения попадают сами деятельности. И учить надо деятельностью поэтому и тому, что является деятельностью над деятельностью, то есть управлению, исследованию там, и так далее. Поэтому учить надо не знанию о механических процессах в науках механиках, а учить надо построению механических схем и механических объектов, а также познанию механических явлений, которые присутствуют у ученых-механиков. То же самое про биологию. Да? Нужно учить не тому, как устроен дождевой червяк, а тому, как люди познают устройство дождевого червяка. Вот это вот простенькая переформулировка, простенькая идея на самом деле не ложилась и не садилась ни на один уровень школы. Не будучи посажена ни на один уровень школы, она осталась достоянием узкого кружка методологов, которые сформулировали, ну вот как Громыко, да, новые уже номинации содержания образования. Он говорит, детей надо учить предмету знак. Не учить его читать знаки отдельно в грамматике, в алфавите, отдельно в арифметике, числа там и так далее, да? А должен быть предмет знак, чтобы сразу как бы, в комплексе научить оперированию со всеми знаками. Должен быть... А? Это семиотика или Нет, семиотика это как бы комплекс знаний уже философских, там, дисциплинарных и так далее, про то, да, что есть мир знаков, в который должен быть введен ребенок. А ребенку надо преподавать учебный предмет знак. А уже про семиотику, ну, в какой-то момент учитель ему скажет, конечно, но не семиотики учить, да, а знак, вводить в мир знаков. оперированию со знаком или еще? Владению, оперированию, да, и не только как бы, ну как, вот чему учат сегодня. Все равно семиотика входит в эту самую учебную, как бы, в учебную деятельность, в учебную жизнь, да, но учатся относить знак с означаемым, грубо говоря, а не тому, что есть знак. Поэтому, например, те знания, отрефлектированные семиотики, которые мог бы получить любой ребенок, начинающий во 2 классе учить английский язык, где есть знаковая система, означающая знаковую систему, которая в свою очередь означает знаковую систему, и которая только потом доходит до объектов окружающей природы, мира там, и так далее. Да? Ну, то есть алфавит, транскрипция, перевод этого соотнесения этого всего с русским алфавитом, и только после этого и так далее. Да? Вот вся эта вот нагромождение семиотическое давало бы ребенку, будь он рефлексивен или учитель рефлексивен, да? Ну, достаточно глубокое представление, ну, на этом этапе образования, естественно, достаточно глубокое представление о семиотике. Но этого никто не делал. Хуже того, как Громыко не пытался, и его там коллеги, да, внедрить такие предметы. Они разработали предмет знак, предмет задача, предмет проблема, что-то еще. То есть вот это то, чему учат в школе, говорил Громыко. С моей точки зрения, заход очень интересный и важный, но, в общем, не дотягивающий до высшей школы никак. С высшей школой, опять же, вот в спорах тогдашних по реформе образования, а мне довелось, вот будущий министр образования России Днепров Эдуард, он организовал тогда, в конце 80-х годов, еще до ельцинского правительства, в котором он стал министром, серию деятельностных игр и вообще такую непрерывную работу в таком неформальном заведении, оно называлось ВНИК-школа, временно научно-исследовательский коллектив, это ВНИК, да,
в кавычках, школу. И вот в рамках этого ВНИКа мне пришлось пообщаться с концептуальными лидерами реформы образования. В частности, с Давыдовым, с которым мы обсуждали, например, каким образом перескочить от того, что они наработали в развивающем обучении, например, к высшей школе. Договорились о том, что содержание высшего образования, процесс высшего образования начинается на самом деле с того, чему они учат. То есть, грубо говоря, высшее образование – это не есть надстройка над, это не этажи. Высшее образование – это такой непрерывный процесс, который начинается в начальной школе или не начинается. Если в начальной школе не заложить возможность дохождения до высших уровней, то тогда ничего не будет. Ребенок закончит среднюю, даже может поступить в вуз и так далее, но того, что мы можем понимать под высшим образованием структурно, системно, он все равно не получит. Поэтому мы знали с Давыдовым, как это обеспечивалось, например, в гимназиях XIX века, и каким образом образование в гимназии XIX века было связано с университетским и реальным образованием в политехах тех же самых в те времена. И мы тогда понимали, что это высшее образование достигается на освоении человеком, не ребенком, а человеком, двух идеальных сущностей – числа и Бога. И вот дальше там можно разворачивать, почему именно эти две идеальные сущности и так далее, и как они открывали возможность дальнейшего получения высшего образования. Но дальше вот такого рода рассуждений никто на тот момент не продвигался. А когда Громыко пытался внедрить свои, а Громыко был одним из самых активных участников этого Днепровского ВНИКа, внедрить свои новые предметы в школу, в первую очередь блок ставил мышление педагогов. И выяснилось, что педагоги, вся совокупность педагогов, начиная с детского сада и заканчивая высшей школой, просто органически не способны принять идею изменения содержания образования. Формы, ради бога, любые. Они готовы перейти на Монтессори, заняться вальдорфской педагогикой и так далее, но рефлексия содержания образования не проходит. С вальдорфской педагогикой там вообще анекдотичная ситуация. Есть много адептов вальдорфской педагогики. Я прихожу с ними разговаривать, а тогда, опять же, для того, чтобы понять эту штуку, я вернусь к этим 82-88 годам. Для того, чтобы понять, что там происходит, мы с еще несколькими людьми из того же Ильинштейна стали навещать уроки педагогов-новаторов. И вот те, которые получали известность, питерские учителя, которых зачисляли в эту когорту, а там был целый класс такой, педагогов-новаторов, звезд, растиражированных на весь Советский Союз, и которые считались просто чем-то супер-пупер. Мы приходим, например, был такой Ильин, учитель в Питере, преподававший человековедение. И вот его новация состояла в том, что не надо учить литературе. То есть литературе надо учить поэтов, писателей и так далее в Литинституте. А нормальных людей надо учить с помощью литературных произведений человековедению. Мы приходим с Мишей Ивановым, человек, который меня первым учил, собственно, каким-то таким зацепкам в педагогике. И ужасаемся, потому что человек, слава которого гремит на тот момент по всему Советскому Союзу, а может и по всей галактике, делает совершенно страшные вещи. То есть он выдает литературных персонажей за людей. Этих людей фактически делает, скажем так, образцами для выстраивания личности, собственной жизни детьми, абсолютно херит, собственно, как литературно-художественный компонент, связанный с жизнью этих людей, стирая разницу
между жизнью художественного персонажа и реального человека. То есть, грубо говоря, мы увидели, что он калечит своих детей. А поскольку делает это он все страшно артистично, харизма бешеная, под его влияние попадают не только ученики, которые у него учатся, но и там многие окружающие, включая учителей, там, преподавателей педвузов и так далее, и так далее. Мы понимаем, идет уничтожение просто вот целого пласта культуры, которая сложилась за последние 200 лет вот, в эпоху модерна. И сделать с этим ничего нельзя. А другие педагоги-новаторы шли примерно таким же путем. Вот, там, один из самых знаменитых, этот Шаталов с его этими опорными сигналами, выхолащивающими, собственно, онтологическое содержание, знания и так далее. Да? И школа этими новаторами гробилась на глазах. Причем делалось это все со страшным энтузиазмом и бестолковостью. Вот. Но, смотрите, какая штука. Итак, я до сих пор думаю, что содержание образования, которое мы должны найти, кроется на периферии того, что мы можем в деятельностных схемах схватить как организационное построение учебных предметов, планов и программ. Вот это вот очень простая идея, да, но как бы, мне она сейчас очень важна. Вот смотрите, как я рассказывал про Каспара Монжа там, и Гумбольдтовский университет, да, а особенно вот про средневековый университет, когда учат сумме, теологии там, или еще какой-нибудь, да, учат в форме схоластической дискуссии и защиты тезисов. И происходит очень странный такой микс, да, вот очень странное сочетание диалогической формы диспута с тем, чему учат. При этом содержанием образования является именно синтез, микс, а не по отдельности эти вещи. То есть можно по отдельности учить диалектике. Ну, или там, искусству спора, например, да, или еще чему-нибудь, вот какого-то такого рода таким вещам. То есть человека можно сделать там, хорошим полемистом, но это не будет содержанием образования в университетах того типа. Можно отдельно учить знаниям, и это тоже не будет содержанием образования, суммом знаний, да? Это тоже не будет содержанием образования. По отдельности эти вещи не схватывают содержание образования. А вот, будучи определенным образом соорганизованы, они дают указания, по крайней мере, на то, что является содержанием образования. Говоря из своей личной истории, вспоминая 5 лет обучения на психфаке, и в разговоре с Алексеем мы это касались, да? То есть, содержанием образования не может быть учебник, и даже не может быть содержание того, что в большом устном экзамене, например, на госэкзамене, я могу отвечать по этому учебнику. Содержание образования возникает из многочисленных препирательств с лаборантом, у которого я выполняю лабораторные работы на психологии. Да? В дискуссиях, включая симпозиумы в общежитии за пьянкой, как бы, да? Включая возможности слинять из очень либерального и попустительского факультета психологии на лекции там, ведущих интеллектуалов Санкт-Петербурга, тогдашнего Ленинграда, да, причем с поощрением учителей, которые там есть. И вот это, из этого всего складывается содержание образования. И описывать его поэтому нужно таким образом. Можно вопрос? Да. Ой, я стоял и думал, что мне мешает вас понять, когда вы говорите и пытаетесь определить, что должно быть содержание образования. Я понимаю, я понял, наконец, вот какой момент. Если мы посмотрим на ту линию развития, которую вы рисовали, от Авраама, Фомы, Вольфа, Дьюи и там всех остальных, и Мацкевича в Питере, то мы понимаем одну же вещь. Во все эти периоды, ну, про Мацкевича, ну, там, наверное, в том числе включая этот период, все эти люди могли в любой момент ткнуть
на человека и сказать: о, он образованный человек. И тогда по отношению к нему можно каким-то образом определять и говорить о содержании образования. Сейчас, когда вы говорите, что должно быть содержанием образования, и, там, например, упоминаете Громыка или там, не знаю, методологические какие-то наработки, можем ли мы сказать, что Громыко образованный человек или, например, методолог – это тот, кого мы сейчас в современном обществе можем считать образованным человеком, и тогда содержание образования будет вот такой набор там чего-то. Абрагам тут не пришел, и он ни у кого ткнуть не мог. А у Куримов? Но я потому с него и начал. А вот я не зрозумію, що ми без його почали. Ну, потому что, да, это у меня тоже не написанная книжка. Это... Абрагам не початок едукації. Как сказать? Абсолютно. До Абрагама есть несколько методологичных типов эдукации. Это вы все придумали там про свой Ближний Восток. Ну, во всяком случае, это не входит в мой контекст. Введете, будем знать. Но, Леш, а что тебе мешает ткнуть? Мне мешает ткнуть, собственно, тот контекст, который вы ввели, а именно, ну, например, опять же, после Лема, Стругацких и прочих этих ребят, можно же вполне основательно утверждать, что сейчас мы не можем ткнуть на любого человека и сказать, что он образованный. В лучшем случае мы можем ткнуть на группу. Вообще, что до этого можно было ткнуть на какой... Это же всегда акт перформативный, а не выявление Вот смотри. действительно, Вот смотри. точно, объективно образованного. Нет, а как ткнуть, это вообще никогда не вредно, да? Не вредно, потому что целостный образ легче схватывать, да? Потому что все дискурсивные описания, они схватывают некую часть, да? Как с теми мудрецами из индийской басни. А мы никогда не можем быть уверены, что именно этому человеку в этом разговоре нужна именно эта часть, которую мы способны описать. Поэтому нужно удерживать вот как, либо контекст какой-то, да, либо образ, некую целостность, холистичность, прегнантность, да, вот этих вот вещей. Поэтому в образовании, как бы оно там, да, не формулировалось, не случайно, абсолютно не случайно, в европейских, по крайней мере, языках, я опять же не знаю про Ближний Восток ничего, про Китай там и прочее, да, вот это вот эйдос в эдукации, бильдунг, картинка, образ там, в образовании и так далее. Он есть. Это не значит, что к нему надо сводить содержание образования, или что ему надо придавать какое-то большее значение, чем он есть. Но это есть указание на некоторые вещи, да, которые можно раскручивать, разворачивать и так далее. И вот смотри, какая штука. Что бы я мог сказать? В целом, наверное, по современному миру нельзя ткнуть пальцем и показать. Хотя и Танину поправку тоже можно принять. И никогда так нельзя было сделать. Поэтому все такого рода тыкания, они были всегда условными. Достаточно условными, да? Как предположим, вот давай посмотрим это и отбросим этот образ как ориентир. Как только он нам станет мешать. И будем двигаться дальше. Но проблема в чем? Не в том, что мы не можем это показать. Сейчас в мире это, да? Проблема в том, что мы не хотим этого сделать с точностью то здесь и сейчас. Потому что в летучем университете мы могли бы это сделать. И в любой другой конкретной ситуации это можно сделать. Но для этого нужен, как Максим Кадегов говорит, паноптику. Да? Потому что, если я ткну и скажу, будьте все как Николай Николаевич Леонов. Не будете знать, не будете уметь взять там интеграл, да, или отличить тангенс от котангенса, да, не видать вам счастья, образованности и так далее. Да? Можно это сделать. Если вы будете тыкать, положите ножницы. Вот ты все боитесь. Я хоть одного человека зарезал, когда-нибудь ножницы? Мы знаем, Не подсказывается. Смотри, Алексей, и вот ткнуть таким образом я мог бы, только когда я предъявлю галерею типа, да?
предъявил галерею, я могу сказать, ну, ребята, вот давайте попробуем вот так. Да? И тогда, уже спускаясь, проскакивает целый ряд консультов, да, и говорит, никто, ни один слушатель летучего университета никогда ни на шаг, ни на полшага не приблизится к образованию здесь, если не будет рассматривать для себя в качестве паноптикума и вот этого образцового экспонирования то, что у нас было на зимней конференции. Слушатели, не посещающие зимние конференции, не имеют никаких шансов. Но если они посещают, то шанс они получают. Потом, чтобы этот шанс увеличить, надо иметь наглость Веденина, да, и заявиться, выступать среди Водолажской, Оришевой, Щитцовой, сесть и еще нагло заявить, что это мое место, мое время, а вы тут вообще мигранты в этом, во всем моем мире. Как бы, да? Вот у него уже шанс увеличивается. Но он этим шансом не воспользовался, и мы, к сожалению, не воспользовались этим шансом, потому что не надавали ему по голове, это наглость, как бы, да? И он ушел оттуда самодовольный. Достаточно побитый, да. Ну и так далее. То есть мы не можем вот определить так вот просто, ткнув пальцем, содержание образования. Да? Мы даже не можем сказать, что ткнув пальцем, мы указали место, где оно лежит. Ткнув пальцем, мы можем только направление указать. Да. Причем, как бы не настаивая на том, что это с этого направления нельзя будет сбочить там, и так далее. Вот. Ну а дальше мы как должны постоянно наращивать первый данный шанс. Да? И этот данный шанс наращивается маленькими шажками, маленькими действиями. Но опять же, надо знать, куда двигаться в этом месте. Да? Куда? И вот образ целостный, да, холистический, там, не знаю, гештальтный, прегнантный, там еще какой-то, это самый первый, самый легкий, то есть в этом смысле самый бессодержательный вклад в это дело. Потом содержание нарастает, когда мы конкретизируем эти вещи. Но вот эту конкретизацию ее тоже придется задать в динамике, потому что она не картиночная, она не онтологичная. Она как минимум процессуальна, а лучше говоря, деятельностна. Да? То есть она описывается в очень сложной конфигурации целей, движения, препятствий и так далее, так далее. Ну ладно, я уже пошел лишние вещи говорить. На самом деле я уже давно, собственно, закончил. Да? На проектной сессии мы образ уже рисовали. Пытались. А образ мы рисовали, но и даже ходили по этому пути, но мы не довели его до, скажем так, модус операнди, да? Ну да. Мы все время толчемся, более того. А задача это задача, это совершенно Да. два разных измерения. Да. Мы не можем даже как бы это сделать в кругу, ну скажем так, закоперщиков, организаторов, да, летучего университета, сообщества и так далее. И вот в чем были правы, не правы в схеме, да, но правы в интенции вот те оппоненты старому содержанию образования, да, вот этой формулировки на встречности. Нельзя без навстречного движения тех там, социальных субъектов, которых мы называем в совокупности учителями и в совокупности учащимися, да, без их навстречного движения нельзя схватить сущность того, что есть содержание образования. Это вы указываете на... Это не гипотеза. Вот это не гипотеза. То, что я вот в таких формах формулирую, да, это не гипотетические вещи, не предположения. Это принципы. Ведь ты же понимаешь, что чем отличаются, например, заповеди от описания там мира, да? Принципы, аксиомы чем отличаются? От того, как мы описываем мир. Мир не соответствует принципам. Но принципы соответствуют. А аксиомы они не требуют доказательств. Они только аксиомы не требуют доказательства. Докажи заповеди. Не убей. Как докажешь? Вот на камне. Мамой клянусь. Ну, только что мамой клянусь. А можно по контексту? Можно по контексту?
Ну, наверное. Давайте, я уже закончил, давайте на вопросы там ответим, реплики сделаем и закончим уже время. Да? Ну, мені просто от вельми цікаво було все це експозе, тому що я його от, може, кожен місяць розказую у різних аудиторіях, в різних контекстах то же саме, тільки цілком, якби цілком з усім іншого ракурсу. І я не веду там, скажімо, ці мій ракурс може бути корисним, чи не може бути корисним от для того вашого ракурсу. От якби от, так часу нема, то я просто такі три не зв'язані поміж собою речі. Одна річ, перша річ, яка мені здається важливою, то, що це сумість поміж конференцією і цією випадкою, це питання часу. Я на конференции сказала, что не веду, як вы на это отреагировали, что, в принципе, вот вся наша эдукация занята тем, что нам учить минулого. И вот эта речь, учить минулого, вот, это не змест эдукации, але это так само это скерованность эдукации, те учить минулого, те учить теперешнего, те учить будущего. Вот я коллега, вот на эту вашу таинную картинку гляжу, один сенс вставлять сюда Авраама, які тут зовсім абсолютно недоречі во всіх інших контекстах. Один из аспектов Авраама – это то, что Авраам – это виновито скерованность в будущее. То есть он сидит туди невідомо куди і робить то невідомо що. І це то, що абсолютно вот з невідомим виником. Це історія Авраама, але це не історія едукації. А історія едукації, вот, знову таки, вот тут вот, зв'язане з цим або інше, зв'язане чи не зв'язане речі, то кажеться, що зміст едукації – це мислення. Зміст едукації може бути мислення, а може не бути мислення, може бути зміст едукації веда. І вони тоді будуть так само по-різному орієнтовані. Тому що веда, як зміст едукації, на те, що наявність є змістом едукації. Это все ж таки, это мышление, это может быть идеал, а речаизм – это зміст едукації, это веда и прирощування веди. А это значит, завсюди буде, вот, як мінімум, діалог з минулим, а як максимум, це буде орієнтація на минуле і осенсування минулого, осенсування того, що сказано. І тоді, от ви говорите, що педагоги абсолютно не можуть прийняти іншого, тому що вони орієнтовані на веду. Як її преподнести? Можна хоч так, хоч гэта, хоч станчить, хоч стоять, хоч мовчки роздати картки. Але все одно це буде орієнтовано. Ирина, я разумею. Ось то, що ви говорите, я не розумію навошта. І чому ви у гэтым месцы ось гэта говорите? Потому что мне кажется, что в принципе, когда мы говорим про змест Ось, ну, не, вы мне потлумачите простую такую вещь. Навошта вы мне сказали такое открытие, такую истину, что зместом адукации может быть веда? Я этого не веду? Нет, я кажу, что змест адукации орієнтований на минулое, або на теперішнє, або на будущее. И у залежности от того, куда он орієнтований, зместом будет антиведать мысли. Не обов'язково. Не обов'язково, абсолютно. І кажу я, це не навошта, наогул не навошта, наогул я не кажу гэта з певною метою, як, значить, от, там на щось указати, ці притягнути увагу, а з метою от пропонувати просто як варіант подумати про те, що яким чином адукація перекеровується з минулого на неминуле, прийти на що завгодно. І вся эта ваша історія, вона про це казала. Но я ще не сказала третю річ, вона буде вам так само абсолютно не потрібна, і ви віддаєте заперечити знову, що я це кажу. Але це сам вот весь контекст чоловічого мислення і, відповідно, чоловічої едукації мені от зараз розпався на, вот, не на гэты речі, а викликані такі три абсолютно ідентичні, можна сказати, періоди, кожен з яких протягує других. Это все, что вот, да, это дописьмовая эдукация, неписьмовая эдукация, постписьмовая эдукация, в яку мы вошли. И мы сейчас говорим про это наше, то, что мы ведаем, про наше таково, про письмовое мышление.
про пісьмову передачу веду, про той тип, який скорочає потребу з об'єму веди, але поширяє можливості комунікативні. А ми тепер приходимо, чому ми, видать, про це все і говоримо, що ми вот это свой час, не свой час, пришли в час, не пришли в час, потому что все ж таки змена відбулася. І вона відбувається, зміна вот это, неких зрух есть. І ми зараз прийшли, по сутності, в ту постписьмову веду, постписьмовий метод передачі веди, постписьмовий метод засвоєння веди. Коли у вас вот на долоні одразу все, что можно, вся информация, яку тільки ви хочете, яку тільки ви помислите, вона тут же у вас на кнопочку натиснули, і вона вам приходить. Так, коли ви пам'ятаєте, я і першу лекцію ту саму в этом сезоні починав менавіта з гэтага, да? І бачите, от річ у тим, що це концептуально, принципово інший підход до адукації. Зміст це зміняє? Так, зміняє. Оно меняет, не письмо, просто я зараз абсолютно не можу про це казати. Это для меня зараз это просто вельми важная речь. Это не письмовая едукація, а письмова едукація, постписьмова едукація. Тут важно знайти цей час якраз. Так. Зараз докладно нема часу, да? Ну. Але ж знайти його необхідно, бо я б ще тоді один контекст позначу. Ось я вже шмат годов читаю, веду занятки в летучому університеті. Кажу, колегію. І видаєте, ось, здавалося б, чим відрізняється колегіум від летучого університету. Але ж я відчуваю велізарну розницю. Я от приходжу, да, і там я бачу одних людей, а тут других. Причому слухачі, які приходять сюди і туди, вони ж не ведають, як вибрати. Одні довідалися про колегію, нічого не чули про летучий університет. Другі щось чули про летучий університет, прийшли сюди, нічого не ведали про колегію. Тому нельзя казати, що це їх свідомий вибір був. Вони так чи інакше потрапили. Ну, подоведавшися, вони вже вибирали, істи чи не істи, да? Но ось як поміж гэтымі двома, то вибору, звичайно, не було. А є некоторі, які ходять і туди, і сюди. А тим не менш, розниця у стосунках і комунікації велізарна. І я не можу про це не думати. Я так само. І думаючи про це, я завжди пам'ятаю про те, що мені не вдавалося домовитися ні про що. За Типенка, там, я думаю, з вами, коли ми пропонували тоді кілька років, да, що давайте сумісно щось робити. Так далі, ну, щось за межами нам сумісно вдається робити. Да? А ось те, що тичиться... Ми ще не спробували, ми ж тільки пропонували. Спробувати то не спробували. А ось вот эта розниця, да? І навіть це відскокування, як розні заради, да? І воно тут має місце бути. Особливо цікаво в цьому сенсі ось наші дискусії з Грушковським. Їх так само можна проаналізувати, бо, я ще раз кажу, що зміст шукати треба ось у таких місцях. Да? Не то, що казав Пирогов, не то, що казав Грум-Жемайло, да? А в полемиці. Я, показуючи на книжку, показав, що це не випадкова назва, це одна з лепших назв книжка, ці текстів моїх, які є, найбільш правильні, полемічні етюди. І ось в этой полемиці, да, ось виставлення неких ядер, воно найбільше ступить. Коли ми так і будемо далі відскокувати, як рознозаряджені там частиці, то ми нічого не зрозуміємо. А коли б ми могли вербалізувати наші поставлення, обмірковуючи, а що обмірковуючи? Ось я думаю, що саме недоречне було обмірковувати зміст едукації у колегіумі, зміст едукації у летучому університеті. Хоч це можна робити, але ж тут там принцип худшей олімпіадистів спрацьовує. А тут, а ось зміст едукації сучасний. Да? І в цьому сенсі без прив'язки. Бо конкретизація некоторих питань, там Альоша що тичиться, у мене є. Про летучий університет я більш-менш ведаю, а коли не ведаю, то придумаю.
Канкрэтызацыя прыйдзе. Калі ёсць прынцыпы, канкрэтызацыя прынцыпа, Да. канкрэтызацыя прынцыпаў Да. заўсёды будзе. А як это можно абмяркоўваць, калі мы не поставим эту проблему, ну, на глобальном узроўні, да? Не на там адпаведным узроўні, а як там змест адукацыі абмеркаваць, напрыклад, там матэматыка для гуманітарыяў ці там філосафы у сваёй этой самай, да? Ну, так мы ж про гэта і не гаворым. Да. А значыць, гэта трэба увесці ў сучасны кантэкст. Чаму я там балонскі працэс пазначаў? Дзе ён там у мяне быў? Да? Вось сёння вось гэтае супрацьстаянне двух адказаў. Або сучасны змест адукацыі, або гэта комплекс падрыхтоўкі, кампетэнцый там і так далее. Мы привыкли так глядзець, а насамрэч оно вот глыбей все ж таки ідзе. Это вот мы бы про гэта говорили, про як бы эту адукацыю, падрыхтоўку. Але насамрэч оно вот все ж таки вот паспрабуйце гэта зразумець, гэта мінулае, цяперашняе, будучае. Вот тое, што вот уже нават накрэслена было як гэта як дзейнаснае, як там як прадметнае, і оно все скіраванае ў сваю рэч. Некую. І вот эта спрэчка, про якую вы адразу гаворыце, Перавозская і Гроба-Жымальская, яна ж таксама про гэта і гаворыць. Ці мы арыентуемся на тое, што вот як яно бяжыць цяпер, і мы даганяем тое, што адбываецца, і рэагуем на тое, што адбываецца, ці мы з нейкіх зусім іншых незразумелых там падыходаў мы ідзем туды, куды мы ідзем, і мы не ведаем, куды мы ідзем. І гэта абсалютна розныя падыходы. І яно, безумоўна, адно без другога будзе дзесьці вось кульгавым, відаць, а можа і не. Але хтосьці акцэнтуецца на гэтым, хтосьці на гэтым. Мне здаецца, цалкам неслушна развялі там эту расійскую, германскую, англосаксонскую адукацыю. Здаецца, што, ну, в прынцыпе, наадварот. Таму што ангельцы заўсёды ішлі на аперажэнне таму навішашуся вынаходзілі. А расейцы вельмі змястоўна і разумна даганялі тое, што яны павынаходзілі. І вот, скажем, это гуманітэт, там проч філасофіі, дзе ангельцы... Вы сейчас маеце? 19 стагоддзя. Ну, амаль, да апошняй чвэрці 19 стагоддзя так і было. Цивілізацыю, в прынцыпе, нашу зрабілі ангельцы. Это я не спрачаюсь. Але і ў гуманітарыі тое самае. То есть, як бы, гэтая брытанская сістэма адукацыі была арыентаваная, і ёсць дагэтуль арыентаваная на ідэатычны, з нашага пункту гледжання, прынцып на здаровы сэнс. То есть, не гэта не на засваенне того, што было, а на аптымізацыю. Не дамовіўшыся, а просто абапіраючыся на пресуппозіцыі, якія ў нас існуюць, тое, што мы на самыя звычайныя рэчы будзем глядзець по-рознаму, это відавочна. Да? Таму я нават не думаю, што нам з вами у такіх трэба пра гэта... Я же не спрачаюся просто про этих расейцаў-ангельцаў, не дзеля того, как там вот свой іншы падыход выказаць. І я не спрачаюся. Але ж это мне вельмі істотна, менавіта так сказаць, каб вы зразумелі, што я хочу сказаць. Вось, а я ж тое самае раблю. Так само, каб вы зразумелі, што я хочу сказаць, што дзесьці ёсць гэтая, ну я не ведаю, там ці анталагічная, ці трансцэндэнтная гэтая арыентацыя часавая, якая задае гэты нейкі самаадукацыйны падыход, самаадукацыйны прынцып. І чаму мы цяпер пачалі спрачацца? Таму што прадметная адукацыя у любым выпадку арыентаваная на мінулае. Яна не можа быць арыентаваная па-іншаму. У нетрах кожнага прадмета это можна арганізаваць. Не магу пагадзіцца таму, што пад часы Хрысціяна Вольфа гэта было накіравана на будучыню. Это было новаторство. Але арыентацыя на мінулае была новаторством. І яно дзесьці вот гэтае вот тое, што я кажу, тут дзіўную рэч, якую я не магу развіць з прычыны часу, гэта не пісьмовае, пісьмовае і постпісьмовае, это таксама арыентацыі розныя. Ну так давайте так. Вы ж пагадзіцеся з тым, што гэта істотна. Гэта закранае сапраўдныя праблемы. То я буду злавацца і грукатаць нагамі па галаве. Калі замест таго, каб абмяркоўваць істотныя рэчы,
мы с вами будем марновать час на розную лабуду. Больше того, я не буду лічити за чоловіка нікого з викладчиків і слухачів літучого університету, які не будуть присутнічати на обміркуваннях самих істотних і сапраўдних речей, займаючися в цей час невідомо чим. Наприклад, занятки. Наприклад, навіть занятки. У мене випадково авторок свободний. Випадково, це вони більше не будуть. Ну на то ж і є неістотні речі, як то домови про те, як ми знайдемо місце і час, як синхронізуватися по часі і топологічно потрапити в одне місце. Ну просто що все це істотне, і в эту муторку треба договорювати. Ми зараз знову можемо не розбитися, але договорювати. Ну да, но только ж я не первый раз удельничаю в таких обмеркованиях и ведаю, что разыдемся и все это забудется. Я вот вообще в затруднительном положении, потому что у меня тоже есть, как мне кажется, несколько существенных дополнений, комментариев, рассуждений к тому, что было сказано выше. И, на мой взгляд, это бы нам, может быть, где-то расширило, где-то изменило контекст. Но я понимаю точно так же, что сейчас, если даже я это начну высказывать, это будет уже не услышано по этому обстоятельству. Точно, да. Но, коллеги, ведь обратите внимание, человечество и культура выработала в досовременную эпоху очень хорошую форму совмещения в пространстве и времени людей за пределами человеческой жизни. Да? Ну, есть, например, там, скажем, опосредованная коммуникация в эпистолярном жанре. Письмовая. Вся коммуникация ученых, живших за пределами университетов в период складывания новой науки, шло в письменном виде, они переписывались. А есть взаимное рецензирование текста. Нет, я точно знаю, что Ирина писать не умеет, не хочет, не любит и так далее. Я помню, как она презентовала книжку с Надсоном, эту самую, как бы, да? Выдавить три абзаца из себя для Ирины, это все равно, что, ну не знаю, в общем, подвиг. Да? Но рецензировать вы можете? Письмово? Ладно, не письмово. Мы запишем на этот самый, на видео. А то басни рассказывать она может, понимаешь? Да. И не только байки. Рассказывать я могу, писать. Ну смотрите, на басне ведь рецензию не напишешь. А почему? Потому что она расповели у контексте, у ситуации, и она, скажем так, набывает сенс за межами ситуации коммуникативной, склавшейся эвентуально, она сенс губляет. Ці треба надати За їй. Сократом є Платон, за Ось, коли знайдете за собою Платона, тоді і поговоримо. А поки нету, не треба мені басен про Сократа. А то, знаете, иногда полезно и Сократа почитать. Понимаете? Иисуса. Подпорин, да, писал эпиграф. Поэтому приведете Платона, тогда и с вами поговорим. А так, это все в пользу бедных. Мы тоже не всего читали Шнитке. Я и не слушал вообще. А был, конечно, вот были прецеденты в более новые времена, да, тот же Франц Брентано, например. Ни одной книжки не написал, а вот на тебе целая школа его изучают. Но это специальная ситуация. А тут, как бы, да, мы можем, конечно, вступить в прямую борьбу. Мне тоже трудно писать, но я напрягусь и напишу. Дубинецкая ничего не напишет. Да, и тогда я победил. Я любую коли за змагання треба писати, я одразу здаюся. Одразу признаю свою поразу. Я так
формальное дело идет к завершению, осталось только решиться. Нет, ну тогда давайте так. Значит, Ирина говорит, так я понял, да, что у вас есть, что сказать на это? Не то, что сказать, а что подумать надо. Ну хорошо. И Павел говорит, что ему есть, я так понял, что сказать на эту тему. То есть, и я еще не все сказал. В очередь. И мне бы Нет, ну я могу. хотелось Вот еще. Будем писать, да? Будем писать. Но эта форма, если мы не найдем возможности совмещаться во времени и пространстве, да, есть форма, которая как это, поверх нашего личного времени и нашего интимного пространства существует. Это письменная культура. У нас есть все-таки эти университетские семинары, но там, правда, мы вот еще с Вячеславом Ивановичем говорили о возможном семинаре на другую тему, ну, в смысле, университетскую, но на другую тему. Я не знаю, как мы, или мы еще что-нибудь придумаем. Вот теперь, сейчас, извините, вот если эти сейчас ребята во главе с Водолажской, Бабковым и этим Бояриным учредят этот ежегодник, это будет такая старье и такой анахронизм, который ударится весь летучий университет. Почему? Ну потому что писать туда будут, но не мы с вами. Будут писать всякую макулатуру, которую как бы нам уже и так некуда особо девать. А вот нормальной коммуникации не будет, потому что сегодняшнее писание, точнее вчерашнее писание, они все монологичны и не затрагивают, не касаются друг друга. До тех пор, пока мы не сможем пользоваться хотя бы теми возможностями, которые у нас есть. Да? Тезис, антитезис, то есть написал, развернул, и желательно не один, а несколько других человек это опровергли. Ну или попытались опровергнуть и так далее. Да? Если этого не делать, а каждый будет писать свое, а эти ведь задумали свое, чего я к Боярину приставал? Что вы сейчас к этому самому приставили? Давайте, Потому что мне... Как вам все антитезисы противопоставить? Обязательно предлагаете вас ссылку или на сайт? Но подождите, вот я не знаю, как писать. На сайт точно никто не пишет. Да? Ни блоги не ведет, ни в полемику друг с другом не вступает и так далее. Нет, я журналов сейчас по это еще наши хуже. вот эти образовательные штуки. Ну, я-то думаю, что проще всего, и пока нету... Мы же живем в эпоху как конца слова, да? У нас слов не хватает. Поэтому писать с каждым днем и с каждым достигнутым уровнем понимания все труднее и труднее. Давайте хотя бы разговаривать начнем. Ну, кто против? Организуйте. Ты? Я нет, я за. Тогда я же организую. Итак, есть желающие. Дубинецкая, Барковский, Леонов выступают по проблеме содержания образования. Да? Да. Отлично. Написать. Отлично. Только, господа, у меня очень большая просьба. Да? Я был первым выступающим на эту тему. Пожалуйста, будьте добры считаться с тем, что я сказал. Я мог все наврать. Пожалуйста, тогда как бы отнеситесь к этому как к вранью, опровергните, где там вот только возможно, очистите доску, обнулите ее, постройте свое, введите свои контексты, свои рамки и начните строить. Я нисколько не обижусь на то, что я наврал все. Я обижусь только на то, что вы в своих выступлениях не будете относиться к тому, что я существую и говорю. Можно все нести раз. Ну, если что-то сгодится, я буду вообще вне себя от радости. Все? В следующий раз... Да. В следующий раз у нас семинар через 2 недели. Если Дубинецкая отказывается и у нее не складывается, значит очередь Барковского. Но у Дубинецкой будет неделя на то, чтобы сообщить. Да? У Нет? меня наступний авторок, апошній авторок. Значить, Наступний авторок, це апошній, бо потім у мене маємо час щастя. всі авторки будуть наступні, не праздничні.
Так будут занятия чи вольные? Ну так давайте Вольные. перенесем. А, вольные. Я думаю, что у меня Будуть будет вольные. авторок и наступный авторок, вот простый день авторок, это значит с 10-го. Ну а А тебя уже- двинем. А тут 2 тижні Чекайте, буде ще. а два, Про 2 а тижні буде може на на семінар. ну хотя може на вот это. Ну, треба висвітлити, так. Ну, от тоді лепш домовитися сьогодні. Да? Тоді, коли так, заслухаємо Дубінецьку на наступний авторок. Да? Да, да. Так, чекайте, Ірина, у вас коли вольні Ну, наступні? у нас маленькая компания, Вольні когда 10-го, а потім перенесем. буде вольні. Да, Да? да, да. А, Тем более, что я почти не все зрозумів. тут, кроме Да. Марины Адамович. Ясно. Наступний авторок вольний. У меня вот минулий не было, гэта не має, наступний не буде. Ага, А потім у мене знову заняття по авторах. Я только не смог. Шостий, третій. Я не смог. У меня накладка. Мы через вторник мигаем. Ну Ну, а да, вы это не же по можете расписанию через- все-таки как бы, да? Да-да. А мы все бестолочи. Мы мигаем здесь. Не, подождите, мы же, да, у нас же Клео мигает, будет мигать. Так а пока есть время, может быть, вы с ними договоритесь и тоже перебросите? Не, ну там еще больше Там еще людей, больше, да. Нет, ну я только начал, я не хотел двигаться. Да, да, Сейчас да. это гонять. Не, ну тогда придется, Вячеслав, совместить. Да, Вы да, как да. вчера, Не, в не прошлый проблема. раз там, да. Там, да, не проблема. Я просто не буду здесь. Вот и всё. Ну что, коллеги, договорились таким.